Водоканал усилил работы. Здесь все фильтры круглосуточно работают без остановок. Чтобы вода дошла до потребителя чистой, она преодолевает большой путь. Все начинается с насоса, который направляет ее на станции водоочистки. Очищенная вода поступает в фильтры, затем отправляется на обеззараживание. В период паводка предприятие переходит на режим повышенной ответственности. Технологи круглосуточно следят за очисткой и качеством питьевой воды. И при ухудшении качества воды вносятся изменения в технологический процесс, чтобы добиться качественной воды для потребителя. Воду проверяют на качество не только на водозаборе. Пробы с разных районов республики проверяют и специалисты Роспотребнадзора. Сотрудники санитарно-гигиенической лаборатории, где проводит свои рабочие дни Анастасия Гуляева, занимаются проведением анализов проб воды. В нашу лабораторию проба воды поступает кодированной, обычно на такие показатели, как цветность, мутность, запах, водородный показатель, жесткость, железоокисляемость и так далее. В лаборатории пробы проходят через ряд анализов, включая специальное оборудование спектрофотометр. В специальную емкость загружается проба, затем загружается в оборудование и определяется показатель. И это лишь малая часть. Каждый день в лабораторию привозят десятки проб. Во время паводка их число увеличивается, что позволяет оперативно реагировать на изменения качества воды. По цветности вода выходит за 70 градусов. При нормативе не более 20 – это исходная вода. После очистки уже, когда подается данная вода в сеть питьевая, она уже соответствует требованиям гигиенических нормативов. До окончания ледохода Роспотребнадзор будет проводить ежедневный отбор. Несмотря на то, что вода проходит несколько ступеней очистки, специалисты все же рекомендуют пить бутылированную или кипяченую воду. Улучшение качества воды ожидается в июне. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск.